Вон, кусты плывут. Кусти пливуть? Сябры, я, конечно, не ведаю, как бы вы бачите или нет, але вось оттуль, все бело. Чем дольше мы сидим, чем больше бело. Вы чуете, что тут у нас? Там видно под водой ступеньки, вот эти сходы до воды, да? И там заворот кишок такой отбывается, этих крыгов. Але вот глядите туды, все белей и белей становится крыгоход. То бок рака покрывается крыгами все больше и больше. И она глядится уже как белая. Ух ты! Ух ты! Это киты. Папа, ты чуешь? Что отбывается? Это прилив воды или что? Не, может, крыги сутыкаются. Крыги сутыкаются. Я не могу есть папину тушеную капустку, якую он уже рубает. Покажи свою капустку тушеную, вкусную. Ой, какая вкусная тушеная. А с чем она у нас там? С киевской котлетой. С киевской котлетой. О, киевская котлета, это как раз на злобу дня. А иранской котлеты нема? Иранский шашлык. Котлеты по-ирански. Еще никто не придумал? Давай придумаем с тобой котлеты по-ирански. Не, ну все, это просто некий цуд. Покажу той бок мосту. Глядите, все бело. Мышу першиню, вон какая великая по центру плыве. И я не думала, что к вечеру, да, к ночи будет вот так все вертаться. Во, глядите, все бело. Нет, еще полгодины. Мы бы спокойно поели. Ой-ой-ой. И И ушли бы, да, если бы мы пришли Ну, ранее. сказали, Вот, бачите, як добре бути совами. А жаворонки пришли, жаворонки пришли у першей половине дня, все побыли, все сняли, сошли, и что? И ничего это не побачили бы. Вся река уже белая. Вся река уже амаль белая. Это значит, что упала температура в Беларуси. Снова подмерзла там. Не надо. Наоборот, это днем тепло, ударило тепло, раскололись крыги и пошла вода. Ты думаешь? Да, конечно. А сюда он дошел просто уже в конце дня. Ну, что-то так долго он шел. Ну, шел, конечно. Не, он хутко. Ну, как хутко. Тое, про что я марила, поглядеть, як эти крыги. Тут, сябры, недавно, коли мы кушали, ось тут вот каля нас застряли крыги, да, и такие великие, такой случился, такой вот водоворот, такие гуки, такой всплеск. Я не поспела заснять. Это вось тое, что коли я думаю, коли починается, вось река просынається, ледоход, то, як описывал Распутин в этой «Прощание матеры», просто стоит вообще треск такий, гул, груканье. И вся вёска уже ведает, что... Это на Енисее, там за зиму. Да, там такие метровые, и они ломаются, крышатся. У Ютубе масса есть видео, где, например, у моей песни «Пройдет зима», но пройдет зима. Вот а живут дома. У нас тут шмат. А вот той берег, гляди, Да. там чисто. Да, все плывут мимо нас. Они прибивают к этому берегу. Потому что есть поворот. Так вот, там это зашевелятся льдины рек. Вот если поглядеть на моем канале Маріанна Гру-1 у плейлисте «Зимовые песни», знайти эту песню «Пройдет зима», то я там використовую кадри з Ютубу. Ой, там такие классные, как крышится этот лед,
ломается и нават падает с какой-то как бы вышині, такой как водопад. Просто цудоўна. Вось так я себе как бы уяўляла, что и Нярыс так будет. Але так это все. О, глядите, целая пуля опять плыве. Вось. И вот зараз мы ніколі не думали, что увечары на пикничке мы будем назирать и чуть нават вот такие гуки. Ну, конечно, не грымканье, грумканье, грохот, можно сказать, але такие всплески. Ну, у нас вот тут вот застряла вот это вот. Мне кажется, вот не было вот этой. Была вот эта с трещиной, а вот это застряло. И они тут, бывает, сталкиваются как-то, заруливают сюда. О, по центру уже там плыве так само. Просто все бело. Ось туды далей. Сябры, это вельми приемно. Это просто кайфец. Это кайф. Сидеть вот так и назирать вот такий крыгоход. Во. Чуете? О. О. Сутыкнулись. Чули груканье? Главное, что мне выплылся встречаться с Неманом и расставить. Из этого ничего не остается. А вот, глядите, подплывая. Чудово. О, там застревает. Ага, застревает, да. Ее разворачивает. Уже сзаду напирают другие. А мне здається, що упереди уже больше белая река. Она там не тормозится, плотно, да. не тормозится, а эти напирают, эти протягивают, и все больше и больше. И мне Я здається, не выключаю, что ночью, ночью, из-за того, что температура по воде, в таких местах оно как бы схопится. А днем опять же ну раніцей, разорвется от да. тепла. И А ты завтра пойдешь на працу раніцей. Во, глядите. такая стихия. Стихия-то вообще. Ну, что не идешь, А, ось так. Як цунамі. От ведаєте, як цунамі наползає, я испугалася, коли затопило эту всю. Мы просто... А вот гляди, ты гляди, где мы шли стоять, везде уже лед. Навіть не вода уже. Глядите, наползли льдины. ну как вот Глядите. понатолкало их вот туда. Понатолкало. Там, где мы шли. Да, Годину тому. Там знов-то росы. Мы годину тому шли и вам здымали. Я казала, это вошло уже в историю войдя. И зараз там уже наторкано этих, там уже не только вода налилась, а там уже все у льдинах. А мы пойдем зараз сфоткаем. Коли будем заходить, мы, ну нам тут так подобается, я б тут всю ночь сидела и назирала за этим, что будет. Это просто некий цуд. И вот тронулся, господа присяжные. Да, он так тронул. Главное, чтобы мы не тронулись умом, як некоторые там за океаном. Это может с Вилейского водосховища. Льдины такие плоские. Сябры, чем дольше мы здесь тут находимся, тем больше эти крыги. И, конечно же, все белым-бело. Але я показывала вот эту льдинку с трещинкой и казала, что а вот набережная, где мы шли. Поглядите, коли ласка. Все уже. Где? Это и собака. Кто? Это самое. Кто? Это было как норка типа. Живёлина. Хорек. Хорек. Живёлина. А где она? Она побежит. Он А зачем он в воду? залезла туда. Не, в воду ему холодно.
должен выскочить. Вот так. Сябры. Глядите, что робит. Бачите, что робится? На этом нашем месте, где там это какие-то ступеньки. Там бывает это сутыкнение этих крыгов. И такой на дыбы. Одна встала на дыбы, просто поднялась из-под воды. На дыбы. А потому что их все больше и больше, они густей и густей. И глядите, там, где мы шли, сегодня и вам показывали, зараз буде резкость, все уже стоит у кригах. Во льде, вось, починая отсюль, и туды далей, 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 это все наша набережная, где мы шли сегодня. И... Может, как можно быть, загинуть? Ну, он так целенаправленно сам туда как бы ринулся. Там уже кошка, не? Вот тут у нас тут такое тоже столкновение. Вот зараз вот ее крыгу эту толканули, она пошла далей. У нас как это наупростивый репортаж с футбольного поля. Вось крыги, во, на дыбы, на дыбы. И тут таки раздається плеск тады воды. Это просто некий цуд. Я уже не кажу, что посередине раки давно плывут великие крыги. Вось одна за одной великие крыги, некоторые из них вот здесь зацепляются и становятся на дыбы. Мы в таким месте тут там что-то под водой. Чуете? А во якая великая плыве. Папуся, осторожно. Гляди, такая овальная. Глядите-ка. Вон папуся пошел сдымать. Папуся стоит сдымать. Так красиво его снять. Все, сябры, я просто. Ось, и вот эти крыги, які встали, они все ближе, ближе до нас, они были там далей, а потом ближе, 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 и уже зараз просто, ось, побач нас стоит рака, вот здесь. Это уже стал. Во-во-во. Стал берег раки вот здесь вот левый. Это просто, я в огуле. Папуська стоит, здымая. И такая хуткость, так плывуть. Мне здається, что оно повеличилось. Прям эта хуткость к ночи. Там еще бело глядится. А посередине раки часто проплывают такие огроменные. Я просто не поспеваю их сдымать. Вот такие целые поля, какие-то пляцовки. О боже, о май годишка. Ось так. Наряду с крыгоходами. И хочу сказать, что я вот хочу снять, да, зробить відео, вот з тих відео, які Олежка здимав, значить, такими ось, коли ходив альбо на працю, альбо з праці, починає там з 3 соковика, 6 соковика і так далі, такі кавалочки, як змінявся Нярис. А во, глядіть, всі пливуть.
Лисички. Такой блеск. Ось. І ён здымаў там, папа, двойчы даты это, што хлопец граў на саксафоне. Уявляеце сабе, прыходзіў на берег ракі і насупраць вось таго дворца этого спорта ён просто становіўся і на береге ракі граў на саксафоне. Ну, это цудоўна, вообще так креативненько. У меня так рука замерзла. А так можно было бы на гитаре принести гитару и тут заспевать. Но пройдет зима, а живут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. Но пройдет зима, а живут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. Но пройдет зима, а живут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. И ты останешься с ним навек. Вот уже проплывающие, а вон по центру какая здоровая плывет. Целая пляцоўка там, о! Але ось гэтыя ўжо, да, пачынаюць зачапляцца не только за наш водоворотик, але і за уставшие уздоўж берага. О, какая плыве! Папа, гляди, белая! Какая прыгажуня, як бярозка белая. Вау, ее тут разгортвае. Она зачепляется, ее крыху разгорнула. И она далей поплыла уже іншим боком. Да? Ось, ага. А вон зараз інші. Реально можно мандровать далее. А ось іще пливе. Уже не такая белая, але... Ай, ну вот это вот процесс этот просто. Я не ведаю, ну как это скончить назирать? Ну як отсюда сісти? Ну як это зробити? Все, блин, не мовчи. Вось тое, што я марила, побачыць, што калі эти льдзіны будут, ну, как бы, вон там по центру великая плыве. Просто я такого не чакала. Можа, віленцы старыя ведаюць, што калі рака ўскрылася, при сонечным дне, уже нібы она чистенькая такая. Але магчыма яшчэ вот такие вертанні, ну, вот такие вот лёдиков этих, да, то мы гэтага не ведали. Да, давай, у нас кава гараченькая, трэба попить. Вось, зараз это здымем. Но наша это вот еще трымаецца со сколком. Но, сябры, вось там мы шли, вось. Мы сёння, 2 гадзіны таму, мы шли там. И мы шли там, вось тут вот шли. Зараз это все у льдзей в воде. Ну, я от этого просто офигеваю, потому что у меня это уже вошло в историю. Ну. Сябры, это просто невероятно.
відавочна, але неверагодна, як ми сьогодні прийшли сюди яшчэ по набережной, а зараз все это покрыто водой и йде такий кригоход. Не, мы пришли, как бы, сказать крыгоходу бай-бай. Да, А вы не сказали ему, «Оу». Я вам у початку сьогодні казала, глядите першу частку нашої сьогоднішньої прогулки. Я казала, що ми починаємо за здравие, віншуємо литовців з днем обновления незалежности, а закончим за упокой, тому що ми будемо розвітуватися з Нярисом, з зимовим виглядом Няриса. А ми, оказывается, вертаємося. Ми зараз назираємо, ух ти, какая там поплила. Ми назираємо, як відбувається, коли рака становиться наоборот, на свій льодовий вигляд. Ось так, спочатку угущаються криги, так? Потім вони прибиваються к берегу, ось так. И становится, вот глядите, папа, ты назираешь, что поширяется? Вот эта полоса, где стали эти крыги, она была узенькая, а зараз она же ширея и ширея, ширше и ширше. И уже рака, вот здесь берег знову стоит. А завтра мы попросим папусю, уже засталося некалькі гадзінаў. Калі ён пойдзе на працу, ты нам здымеш гэты бок. Добра? Пасля ночи. Значит, сегодня 11 сакавіка. Я разобью на часткі свае відэа. Свою нашу эту вот прогулку будзе першая частка, калі будзе светло. Будзе вось зараз другая частка, калі мы назіраем вот гэты крыгаход. І будзе яшчэ частка наступная, калі завтра раніцай. Падают. О, как падают? Скалы падают. Ледяные скалы падают. Да. Такая силища. Вообще, где? Вот это наш берег или тыя крылья? Их тут наворочилось надо, а потом вдруг такая льдина великая ударилась, и Вообще классно. Наступная льдина, вот где они... Да, вообще супер. Вось, мы попросим, значит, глядите, сегодня 11-е. Кольки сейчас зараз годину? Скажи, коли ласка. Мы просто какие-то с метеостанции. Мы ведем с тобой... 3 часа ночи. Нет, не 3. Давай, кажи реально. 12:05. Давай, кажи реально. 8:10. 20-10? Во, яка! Во, глядите, по центру раки. И тут... Ну, не такая же великая. А там Мы таких, далей? мы и больших бачили. А там далей? Что? Разрывчика. Значит, глядите, вот на 20-10, да, мы зараз будем, не в забаве сыходе, еще кавы попьем, у нас горяченькая, мы крыху замерзли уже, вот, и... Тут какая-то вот норка туда шибанула. Да, туда шибанула какая-то живелина, но она назад не вышибалась. Это какая-то вот нутрия, нет, не нутрия, это какая-то... Но она не могла в такую холодную она реку вот туда как бы прыгнуть. под лед, она где-то сховалась. Под лед, другое дело, какая-то нырка там. Ух ты, глядите, там тоже такая... Она нигде, я не бачил. Не бачили, да. И вот вот тут просто, ведаете, вот глядите, вот тут от Вилии все-таки есть русло. И тут тому не пристают так к берегу. Затопило, вот где мы ходили, еще 2 годины тому, вот мы 1,5, мы там ходили. А летом все-таки тяжелее, это как ее, Вилия, так? А вот далей, что отбывается? Вот мы просто на наших очах. Была набережная, были плитки, мы по них прошли, але зараз сюди напливають эти крыги, они все-таки уплотняются, да прибиваются, и все ширше. Ну, покуль основная масса мимо их плыве, але какие-то маленькие все-таки туды, а все-таки температура все понижается, все холоднее и холоднее. Зараз треба пить каву, бо мы уже замерзли, треба заходить додому. Так вот, и
не пройдет и 20-10, и так, а папа будет идти 8. 12 годинов, 12 годинов не пройде, як мы попросим папусю у шалику, литовскому, пригожему шалику, Нет, мы там- его попросим там другие- заснять нам. У меня другие планы. Так, заснять нам, що буде тут, як тут виглядати. Каля моста Міндауха. Сябри, ми скончили наш пікнічок, і Який затягнувся. який затягнувся, назирати такий кригоход, це просто вообще увогуле. Але, поки ми пили каву, литерально за хвилины, как-то думаю, что так стихло. Я так на хвилинку отвернулась, поворачиваюсь, и уменьшился гэты крыхоход. Ну, Зараз, напор зник. напор зник, Ну, крыги зменшився. поменшились. Крыги еще идут, но уже не те. які тут не- сюди нема таких набили, великих. які набили на край, вони заховуються, але зараз река амаль чистенька. Зараз покажу. І ми ще не чистенько, но нема, Ну, уже но не мы того. застали с вами и засняли самую пригожусь, самое классное. А еще мы бачили бобра, он тут ховался, бегал вздовж льдов этих, бегал. Да, под эти Ой, да. Я спочатку думал, что это может какая-нибудь лёдики. там, какая-нибудь там хорек какой-нибудь, и что это. А потом зауважил, у его, это молодой бобр, у него плоский такой хвост, это я познал, что это бобр. И он вздовж этого льда туда на вилейку пошел, на эту вилью. На вилле, да, на вилью, туре. на вилью. Короче, мы с вами застукали початок такого, прогулка, потом початок этого кригоходу. И зараз назираем его ніби скончання. Мы еще пойдем Ну, то есть уздовж. здесь на верховьях какой-то ковалок раки с километров 10 разорвался лед, и оно все пошло. И вот теперь так что, это вот эта плынь это прошла, может прийти еще новая, но пока как бы ситуация снова такая стабильная и полегчала. Але ну, мы постарались заснять вам прихожусь, ну не всю, потому что за кадром мы сидели, назирали, такие криги плыли, и так яны сталкивались. Ой, ну то, что я хотела. Почему вчора слезы лила и плакала, когда мне Олежка сказал, что Нярис уже все, так сегодня мне компенсовала природа, и я вельми счастлива. Ну, будем назирать далее за Нярисом, покуль ну, до конца не наступит весна. Тут же домики плыли. И дом плыл, и вы же бачили, глядите по бобр передней плыл. участке, там вы бачили эти спасательные, эти ратовальные расчеты, ехали пожарные. И С гэтак лодкой, далей. с лодкой. Да. Так что мы зараз будем сыходзіць уже з нашага месца пікнічку, з нашай лесвіцы, і яшчэ каля моста Міндаўга з вами развітаемся. Ну, Так? да, мы побачили ситуацию. Да, поглядим. Ну все. Вось як зараз виглядає рака з нашей лесвицы, з якой мы збираемся сходить. Уже, коли я вам показывала, там было все белым-бело, а зараз уже агенчики отбиваются в воде. То бок, значит, крыгики зусім маленькие плывут. Меньшие. Не, на шмат меньше. Але вот які прибіла вось у той бок, вода поднялась и стоит, и вось гэты бок, там, где мы шли, мы там зараз не зможем пройти, як сюды пришли. Там мы пойдем вот поверху, вось уздовж вулицы, там мост Міндаўга, и там с вами развітаемся. И поглядим, что там у нас, як там. Ну, покуль что все. Сыходзіць на нет. Вось, глядите, что уяўляе собой дорожка, по якой мы пришли. Мы уже поднялись, идем по улице. Это просто некий цуд. И зараз
Все ж таки пойду по земле. О, Была ж такая ровненькая. была ровненькая. Это что, ее так занесло этим льдом? Да, Этими вот? да. Это все брыты там, где вот была набережная, плитки, где мы шли. Да ну, не уже так. На нее так нанесло вот этого всего. А откуда же вы взяли? Просто на наших очах, на ваших. Я не ведаю, коли вы все поглядите, вот все, что я отсняла, я все это упорядочу. Вот тут же можно будет пройти, вот по этому льду пройти, и раз один шаг, крок один вниз, ну такой сантиметров 20, и все, и уже по набережной. Теперь поглядишь, какая... Так, что творится а на этой набережной. что тут и вообще робится? Тут просто какие-то, я не знаю, эти льды или что? Торосы, Торосы, лёды нанесены, они все тут стопорнулись. и бачиш, що уровень упал. Уровень воды упал, просто нема уже. Просто нету криги. Ну, набережна уявляє собой. Меня, ведаете, что уявляє? Ну, здивляє, что ураживає, ось, что мы там таки недавно шли. Ну, как так может быть? Просто вообще. Мы можем зараз спуститься там, где вы спустились. Вот смотрите, вот, что там зараз. По той лестнице. Что, да. Ось уже мы подходим до моста Міндауга, где мы починали наш шлях. И там, где я, помните, шагала, да? Робила шаг, Где ты не могла спуститься? где я не могла, ну, Девчина как бы я помогла. робила, да, девчинка мне помогла. Так само там сидела на приступках девчина, она мне подала руку. Я правой на ее упиралась, а левой Олежка. Тому что там было скользко, а мне треба было такой великий униз зробити, крок такий униз. І потім ми пішли по плитках. Олежка говорит, я вчора тут шел, конечно. Я говорю, а мы дойдем? Да, говорит, дойдем. А теперь для порівняння, сябри. Вот мы, скажи, 2 години или кольки тому? Ну, вот 6. Пол-7. А зараз 8:30? Да. Ну, 2 години. 2 години тому Ну, 8 поняла. мы... Ай, бля! Мы... Так, я повторяю, смотрите. Я вот здесь зробила крок Вот вниз. эти- И далее вот. Олежка меня принял. И тут были плитки. Тут была дорожка. А теперь вот. Это самое, плитки. Так. И мы пошли по ним, вон туда, к нашей лестнице, на пикничок. А теперь глядите, что... А, подожди, Станька. Вот. Вот. Не успел. Промочил? Ну, чуть-чуть. Все, в воду, да? Немножко. Вот. 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 Ты бачишь, там все, лед. Сябри, все нанесло тут просто вот под мостом. Все забило, нанесло и на наших очах. Какие глыбы. Вон. Да, які глиби. І тільки тут недавно Олежка здимав, що ходив там. Просто буквально це було 8, Ну, и по узуровню оно снова 9-10. опустилось до узуровня набережной. Да. Вот даже он бачил, пленка, сантиметров 5. Ниже. Ну, а кругоходик А то это самое. іде. А той домик, Який він, де? ну, який плыл. Так. Іде.
Ну вот там какая-то штука, вот он, здесь его возможно спинили. Вон он, да. Коли от этой трубы, яку мы там бачили, Да? труба такая. Вон он там стоит, да. Ты думаешь? Да, это он. Ну давай это направим тут камеру. Восемь 500. 8. А, вот это, да? Да, вот он. Ага. Его там прикрепили, видно? Ну да, поймали. Кажется. Поймали, да. Але я хочу сказать, что мне кажется, здається, что знову повеличивается колькость. Мы вот ходили, Нет, это то самое. это, ось, криху сюди. Дай я сюда стану, чтобы не скользить. О, глядите, опять, мне кажется, как-то больше. Ось, вот тут мы шли, просто была чистая дорожка. Поглядите, криху ранее это відео, альбо попередню частку, і ви побачите, що ми тут шли. А зараз, ось як міняється ситуація. Ми просто на простому ефірі все это засняли перед нашими очима, и все это отбывается ось каля моста Міндауга. Та і гімназія, яка світиться синім, блакитним. Так Да, что... там ліхтарики горять, вон там Там. какая-то машинка стоит. Да. Да. А, так вон наверх эти аварийки, вон они. Они... Синими, червоними. Я і бачу, що щось це мігає там. Ну-ка, накеруй так. Вот там где, вон, ну вот наверх. Вот по центру. Угу. А домик а где? это вон внизу. Угу. Вон вот он. Угу, угу. Угу, угу. Ну так ну, бойцы хутко поймали его. Да, і ми з вами, до речі, є ще один епізод. Ми поймали, Олежка зауважив, що пливе щось, це, каже, цілий дом пливе там, когда. Я какой... Не, сначала говорит домик, а потом целый, как будто, да, пароходик, целый дом какой-то сорвало. И тут эти сигнальные. Ну я думаю, это то же самое. Мы вот снимали коля этой стены, где скалолазами занимаются. Вот там стоял вот в лёде такие, Да? стоял такие черный, да, такий домик кафешный. Больше это хоче за все он и есть. Ну, ось знову великі більш пливуть, гляди, такі какие-то параллелепипедные какие-то. Ну, может быть, еще некакие хвалят. Да, потому да. что чем далее туда на полдень, оно будет отрывать какие-то ковалки на великих таких промежках. О, і тут плеск запускать, роздається, бачите? А коли плеск такий, то это уже повеличивается знову. Тому що вже була тишиня. А зараз как-то поболее становится. Ну, мы уже не можем тут всю ночь. Мы уже замерзли. Sveiki, draugai. Labas vakaras. Labas vakaras. Я ще раз віншуємо литовських сябров і глядачів з Днем відновлення незалежності, який вже пройшов 11 сакавіка. І віншуємо усіх наших сябров, які прогулялися з нами сьогодні. І поназирали за таким чудовним природним з'явленням. І так, велике дякую. Суюміс Олегас Ір Маріанна. До наступних зустрічей. Буво, да. Суюміс Буво Олегас Ір Маріанна. З вами були Олег і Маріанна. До наступних зустріч. І усього вам доброго. Пакуль! Висогяр.